Здравствуйте, в эфире телеканал Тува-24, и сегодня с вами я, Александр Филатенко. 1 сентября в Туве отмечают не только День знаний, но и День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики. Именно 1 сентября 78 лет назад на фронт Великой Отечественной войны отправились тувинские добровольцы. Сегодня в Кызыле прошел митинг, посвященный этой дате. День исторической памяти и чести тувинских добровольцев отмечается в Туве 1 сентября. Именно в этот день 1943 года состоялись торжественные проводы тувинских добровольцев на фронт. 78 лет назад первый тувинский добровольческий кавалерийский отряд позводно выстроился перед Домом правительства. Это нынешнее здание Верховного Хурала. Сегодня слова благодарности воинам-добровольцам выразил в Рио главы Тувы Владислав Хавалык. Это праздник, когда отдаем дань уважения сильным духом предкам, отвоевавшим для нас возможность жить, мирно работать, растить детей. К сожалению, не все добровольцы из Тувинской Народной Республики вернулись с полей сражений. Но те, кого пощадила судьба, в дальнейшем по-настоящему самоотверженно трудились в тылу, восстанавливая экономику и поднимая мощь нашей республики. Минутой молчания в честь этой исторической даты присутствующие почтили память всех героев, воевавших на войне, в том числе родные и близкие добровольцев. Исполняющий обязанности министра образования и науки Республики Тыва Салангы Тамчай отметила, что каждый школьник должен знать историю от тувинских добровольцев, и поэтому ежегодно первые уроки в школах республики посвящаются этой исторической дате. Мы обязаны почитать своих предков, которые действительно подарили нам мирное небо, жизнь, возможность трудиться, растить детей. И уже который год подряд мы именно 1 сентября традиционно в школах проводим уроки памяти тувинским добровольцам. К сожалению, никто из них не остался среди нас сегодня в живых, но тем не менее их дела, их ратный подвиг должны остаться на многие поколения вперед. Хулерол Дамба Даржа – сын тувинского фронтовика. Отца он никогда не видел. Знал о нем только по рассказам родственников. Отца зовут Тежекей Салчак. Он участвовал в освобождении города Ровно и там получил глубокое ранение. После этого лежал в госпитале. В 1944 году он приехал в родную Туву к себе домой. Не долечился и из-за этого умер. Со слов старшего поколения, он был героем и храбро воевал. Из архива я читал, что у отца было звание старшины, и он получил медаль за заслуги перед вооруженными силами. Всего за годы войны в рядах Красной Армии служили до 8 тысяч жителей Тувы. К сожалению, время неумолимо. Уже нет с нами никого из тех бесстрашных кавалеристов, кого враги в мистическом ужасе прозвали «черной смертью». Но каждый год потомки клянутся свято чтить, хранить и передавать потомкам память об их бессмертном подвиге. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува-24. В День знаний состоялось торжественное открытие школы номер 18, что на левом берегу. Здесь свыше 2000 учеников сели за парты. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Торжественное открытие новой школы и первый звонок для первоклашек предварили исполнением хюмея и государственных гимнов. Ребятишек с началом учебного года поздравили представители правительства, Министерства образования, мэрии Кызыла. К поздравлениям официальных лиц присоединился и внук первого министра просвещения Тувы Оржика Межита Дуржу, в честь которого была названа новая школа. Уважаемый Александр Сергеевич, преподавательский коллектив, дорогие дети, мне бы хотелось от лица главы города Кызыла, от лица депутатского корпуса поздравить вас сегодня с знаменательным днем, Днем знаний и открытием 18-й средней общеобразовательной школы города Кызыла на левобережных дачных обществах. На торжественной линейке руководителю подрядной организации «Бенкос», качественно и в срок исполнившей свои обязательства, вручили юбилейную медаль в честь столетия Тувинской Народной Республики. Я все-таки хочу зачитать указ главы Республики Тыва о награждении юбилейной медали в честь столетия образования Тувинской Народной Республики за многолетнюю добросовестную работу в отрасли строительства, наградить
юбилейной медалью в честь столетия образования Тувинской Народной Республики Гаджиев Шерифа Гаджи Аглы, директора департамента обусловленного подразделения общества ответственной компании «Бенконс», которая построила эту школу. Руководитель компании Шариф Гаджиев сам живет на левобережных дачах и не понаслышке знает проблемы семей с детьми. Он рад, что внес посильную лепту в их решение. Его компания строила здесь детский сад. И всегда у меня был такое мечта, желание, чтобы как раз здесь место есть, а люди каждый день. Здесь же 15 тысяч населения живет. Каждый день они с утра с каким мучением едут в город, по разным школам. Иногда бывает родители, несколько детей есть. Одна школа в одном месте есть, второй дети второй школы, третья школа. Ну, каким сложно для детей. Ну, благодаря правительству Республики Тыва и Российской Федерации они дали вот такое замечательное решение, чтобы здесь тоже надо строить школу. Раньше без своей школы детям приходилось ждать автобуса в город и в холод, и в жару, а родителям тратить только на проезд не меньше 100 рублей в день. Все это хорошо знает Айсука Рассал, одна из будущих выпускниц новой школы, которая раньше училась даже не в черте города, а в поселке Сукпак. Я очень рада, что у нас открылась новая школа, 18-я школа. Так как раньше мне приходилось учиться в Сукпаке, я училась раньше в Сукпаке, приходилось ездить с пересадкой. Я ездила сначала в центр, а потом приходилось ехать в Сукпак. Иногда бывало, что я опаздывала на автобус, опаздывала на уроки, учителя ругались. На сегодняшний день в школу записано более 2000 учеников. Списки желающих продолжают пополняться. Только учеников первых классов новая школа приняла свыше 400 человек. Вот и прозвучал первый звонок для учеников новой 18-й школы. Сейчас тут собирается вторая смена, после которых будет третий поток школьников. Алдынкыз Буян Монгуш, Ангар Оржак, Тува, 24. В спортивном зале села Чудура в этом году появится своя котельная. Спортзал построен в рамках губернаторского проекта «Гнездо Орлят». Владислав Хавалык принял решение выделить 1 000 000 рублей в рамках федеральных 1,5 миллиардов, которые республике были выделены по ходатайству в Рио главы Тувы. Планируется, что строительно-монтажным работам приступят уже 10 сентября. В рамках выделенных нашей республике 1,5 миллиарда рублей для темных улиц республики закуплены светодиодные фонари. Первая партия в количестве 190 штук уже поступила. Тему продолжит Инна Клоян. Старые светильники заменят на новые энергосберегающие, а там, где всегда было темно, появится свет. В республику пришло уже 190 новых ламп. Первую партию новых светильников установят в Кызыле. Выполняются работы по городу Кызылу. То бишь это придомовое освещение, ну и уличное освещение. Это Красноармейская улица, Дачная, Калинина, Кичиола, Уржа-Калапсанчапа. И придомовое освещение, то есть это Кочетова, ну, центр города Ленина, Гагарина, Калинина, Оржа-Калапсанчапа. То есть придомовое освещение надподъездное. Большой плюс в этих лампах то, что в них больше световой поток, и они уже проверены самыми суровыми морозами. Так что можно надеяться, что в жесткий минус они не отключатся. Еще один большой плюс – при такой же светоотдаче потребляют в 2 раза меньше электроэнергии. Также в скором времени поступит вторая партия светильников в количестве 360 штук. Они будут установлены в разных районах республики. Деньги нашли благодаря ходатайству в Рио главы Тувы Владислава Хавалыга и депутатов партии «Единая Россия». Из федерального центра республики выделили 1,5 миллиарда рублей. На эти деньги сделают ремонты в школах и больницах, положат новый асфальт или заменят освещение. Будет также продолжена работа, то есть это непосредственно будет район у нас. Это Чехолит, Тесхем, Самогалтай, Сукпак, Хандагай, Терзин, Агдавурак, Шаганар, Сукаксы, Торахем, Мугураксы, Кунгуртук. Первую партию как бы распределили так, что пока
пока не отправили, чтобы начались какие-то работы выполняться. То есть поэтому пока отправили 190, по городу будет 106 штук. Город установит и, соответственно, переходит на районы. На некоторых улицах Кызыла уже установили светильники, например, на улице Дачная. По условиям контракта подрядчик «Энергосервис» должен завершить установку всех светильников в течение сентября. Всего в Туве будут установлены 550 новых ламп. Сумма контракта составила более 11 миллионов рублей. Новые фонари помогут снизить аварийность в городе и значительно сэкономить на освещении улиц. Инна Клаян, Владимир Стюртук, Мирана Иргит, Тува-24. В Общественной палате Тувы прошло заседание за круглым столом, тема которого – обеспечение легитимности предстоящих выборов с участием экспертов. В заключении Общественная палата и представители политических партий подписали соглашение за честные выборы. Общественная палата – важный участник предстоящих многоуровневых выборов. Членами палаты при участии других общественных организаций сформирован состав общественных наблюдателей, которые 17, 18 и 19 сентября будут контролировать легитимность и прозрачность выборов. Цель экспертов – не допустить нарушений закона о выборах, а также дать достойный ответ попыткам извне оказать давление на мнение людей или сформировать негативный образ страны. Вы знаете, вот на Западе развернули очень такую широкомасштабную деятельность по отношению выборной кампании в Государственную Думу Российской Федерации. Есть выработан определенный опыт. Это опыт, значит, в Беларуси в последнее время, значит, потом на Украине, вот в Грузии, в Армении это было, значит, нацелено на том, чтобы объявить результаты выборной кампании нелегитимными. И такая работа проводится по отношению к Российской Федерации. Шаблоны информационного воздействия зарубежных организаторов практически не изменены. В России от подобной подрывной активности наших партнеров сейчас создана эффективная система защиты, отмечают в Общественной палате. Только в республике контроль за законностью на выборах будут осуществлять более 1000 наблюдателей, а ход голосования будет фиксироваться круглосуточно на видеокамеры. Даже приняли решение изменить место общественного наблюдения, там, где будут мониторы установлены. Это Центр тувинской культуры. Там будет в рамках вот тех условий, в которых мы находимся, возможность увеличить количество участников видеонаблюдения. Это будут не только члены Общественной палаты, но, надеюсь, журналисты. Это будут представители политических партий, участвующих в выборах. Но я говорил, и еще раз повторюсь, еще продолжается подготовка на базе Общественной палаты, общественных наблюдателей. Мы приглашаем всех активных людей, которые готовы выработать собственное мнение о выборах путем личного участия к нам. Мы еще готовы обучить и направить на избирательный участок. В подтверждение намерений между Общественной палатой и представителями региональных отделений партий, участвующих в выборах в Государственную Думу, подписаны соглашения о честной борьбе. Алдын Кызбуян, Мадыр Сандан, Чайхан Донга, Кангыроржак, Тува-24. В ходе работы в Мангун-Тайгинском Кажуне временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Хавалык принял участие в открытии движения по новому крепкому мосту, построенному на месте снесенной паводком переправы. Также членам рабочей группы удалось согласовать ряд сложных вопросов, которые не решались годами из-за неразвитой инфраструктуры Кажуна. Прежде всего, это касается сферы здравоохранения. В отдаленной и труднодоступной Мангун-тайге качество жизни людей напрямую зависит от состояния дорог и мостов. Причем стратегически важным является не только направление в сторону столицы, но и в республику Алтай, с которой у мангун-тайгинцев давние деловые отношения. Весной этого года возведенные своими силами узкие мосты на дороге, ведущие в соседний регион, снесло паводком. На помощь жителям Мангун-тайги, сотням животноводов, пришли министр обороны Сергей Шойгу и военные строители. За короткий срок через бурный Моген-Бурен установлен мост, легко выдерживающий груженный КАМАЗ. Ну, в общем, замечательный мост. Я думаю, достаточно, чтобы вот такого класса машины здесь будут проезжать. Больше и не надо вообще. Вот. А остальные про УАЗики, машины легковые, так скажем, для них это будет у всех песня.
Также по поручению ВРИО главы Тувы региональный Минтортранс продолжит работу по приведению дорожной сети республики в нормативное состояние. 15 августа в ходе прямого разговора врачи Мангун-Тайгинской ЦКБ пожаловались на отсутствие рентгенаппарата. По словам главного врача районной больницы, около 10 лет ежегодно на флюорообследование жителей тратилось около 500 000 рублей. Теперь же по поручению ВРИО главы Тувы больница в 4-м квартале этого года получит современный рентгенаппарат. Электроэнергия есть, и у нас дизельный генератор на 100 киловатт даже, раз самостоятельно при падении напряжения. Поэтому как раз этот вопрос поднимали не только мы, и другие работники, и население тоже. Как раз большие расходы, как раз за счет. И каждый год мы оплачиваем как раз рентген для флюорообследования населения. Это около 500 000 рублей. Это уже почти 10-12, даже больше лет прошло. Поэтому как раз этот вопрос в данное время как раз решает правительство республики и министерство совместно. Пользуясь случаем, кадровый вопрос адресовали не только Минздраву, но и представителю врачебного сообщества республики Айдыну Сарулару. Кажуну нужны анестезиолог-реаниматолог, терапевт, врач общей практики. К сожалению, несмотря на стимулирование программы «Земский доктор» в 2 миллиона рублей, даже с такой стимуляцией люди с небольшой охотой едут в дальний район. Будем эту проблему решать сообща. Найдены решения по вопросу отсутствия в Кажуне судмедэксперта. По договоренности с Минздравом теперь в Мангун-Тайге будет практиковаться выездная форма работы службы судебно-медицинской экспертизы. Мадар Сандан, Чайхан Дангак, Буян Мангуш, Кузел Сарыксарен, Тува 24. В столице стартовали субботники и другие работы по благоустройству Кызыла ко дню города. Департамент городского хозяйства мэрии ищет индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. Нужны специалисты по скашиванию бурьяна на территории города. В этом году Кызыл отметит свой 107-й день рождения. К праздничной дате Департамент городского хозяйства мэрии Кызыла объявил о поиске индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан для косьбы бурьяна. У нас участки, получается, окраины города не охвачены. В центральной части подрядная организация у нас работает. У нас остается окраины города, поперечные улицы. По этим улицам нам бы хотелось также своевременно сделать охват и привлечь к этому индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Можно подойти хоть сегодня. Рабочие часы это получается с 9 до 6 часов. Обед у нас с 13 до 2 часов. Получается кабинет 107, Ленина 32. Это связано в связи с тем, что ведется подготовка к дню города. Необходимо усилить по данному направлению. Кроме того, по информации мэрии Кызыла, собственников зданий и руководителей организации начали штрафовать за нескошенную траву. Зачастую собственники и руководители не следят за порядком на своих участках. Зимой не убирают снег, а летом не косят траву и не следят за ее высотой, за что и получают штрафы. Так, на днях были выписаны предписания по уборке дикорастущей травы на прилегающей территории в отношении некоторых организаций. Согласно правилам благоустройства, собственники зданий и руководители предприятий обязаны круглогодично поддерживать надлежащее состояние по периметру своих территорий. Айрасхат, Владимир Шерстюк, Ангыр Оржак, Тува 24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях, берегите себя и будьте здоровы. До встречи в следующем эфире.